Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна па звычцы не толькі слухаць, але і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Заўтра, 31 кастрычніка, у Палаце прадстаўнікоў на сумесным пасяджэнні Палаты прадстаўнікоў і ураду будзе прадстаўленая праграма, якую напісала каманда новапрызначанага, хаця ўжо, напэўна, цяжка сказаць, што новапрызначана, але прэм'ер-міністра Сергея Румаса праграму дзейнасці ўраду на 2019-2020 гады. Дэпутаты ўжо учора прачыталі гэтую праграму, заўтра яны будуць яе ўхваліваць. Атрымала гэтую праграму і Еўрарадыё, прачытала, прааналізавала, а зараз прааналізуем яшчэ раз, але з удзелам эксперта. Наш сённяшні госць, эканаміст Сергей Чалы. Добрый день, Сергей. Добрый день. А вы ўжо бачылі гэтую праграму? Конечно. Что вы скажете? Я вот, калі пісаў анонс да гэтай нашай праграмы, я напісаў ўсё ж таки папулісткая ці больш рэальная гэтая праграма. Ваши ўражанні, папулізму больш ці рэалізму ў гэтай праграме? Ну, она такое ощущение, что все-таки написано не для парламента, а для президента, да, потому что основные претензии, которые были президента к предыдущему составу правительства, ну, по крайней мере, те, которые озвучивались, те, которые официально были названы, это то, что придумывались какие-то шаги, которые, значит, там мешали росту благосостояния населения в виде там ЖКХ, в виде там реформ каких-то и так далее. Вот, соответственно, главная задача нового правительства – это первоочередные шаги по повышению благосостояния населения. Ну и, соответственно, основной упор туда и был сделан. Вот, ну и как бы, если сравнивать, у нас же была программа деятельности правительства на период 16 по 20 годы, то есть, ну, пятилетку после выборов. Вот. Причем она еще была, как раз была принята в апреле, сразу после всебелорусского послания, точнее, президента народу и правительства. Она же там довольно странная получилась история, когда послание оказалось после выборов, а не до, да, то есть как бы программы на 15 год не было. Так вот, если сравнивать с программой 16 года, то, наверное, можно сказать, что самые такие, что ли, ну, какие-то малейшие, что ли, признаки реформаторские, там, в общем, очень сильно разбавлены водой. Калі мы ўжо кажам пра рост дабрабыту насельніцтва, то перш за ўсё, пра што думае насельніцтва, гэта пра сваю кішэню, свой кашалёк. А гэта даўно абяцаныя ўжо нейкія там у міраж ператварыўшыеся па 500. И вот тут нам абяцаюць, правда, калі чытаць саму праграму, то там ні слова не сказано, ніякія лічбы не указаныя, але калі паслухаць міністра эканомікі Крутога, то у 2019 годзе сярэдні заробак павінен скласці 1025 рублёў, па сённяшнім курсе гэта вот по 500. Ну да, но только не по среднему курсу, который будет на 2019 год, то есть вот в чем проблема. Да, он же там будет 2,186, по-моему, что-то такое. Вот, то есть он мерить-то нужно не по этому году, а среднегодовому, который планирует правительство. Ну, правда, это они планируют бюджет, исходя из так называемого базового сценария, который будет, ну, самым консервативным, потому что понятно, что нефть не будет $60, понятно, что поступление от там, внешнеэкономической деятельности и поступления от пошлин будут выше, ну, вот как бы, но в любом случае пока $500 никак не получается. Значит, нават и атрымліваецца і ў 19-м не будзе. Таму менавіта, я думаю, і ў праграме гэтай нема гэтай лічбы 2,180. Нет, там есть, значит, планы по повышению реальных доходов населения, то есть они там указаны, причем 2018 год там наибольший рост. То есть именно этот год, значит, как ни странно, значит, а все остальные последующие там буквально 3 там, с небольшим процента. То есть чекайте, так а про які рост можна тады гаварыць, калі мы ўсё ж таки гэтыя наши мройныя 500 так и не атрымаем? О, это сложный вопрос на самом деле. Значит, я просто вот думаю, когда об этом начать говорить, потому что там существенная разница на самом деле в разделе региональная политика. То есть речь вот о чем, что программа 2016 года, она писалась, ну, в общем, как бы в ситуации острого кризиса, да, это понятно, что вот он как бы
еще происходит, да, спад он еще идет, поэтому задача была как бы его остановить. Никто не знал, как бы, когда он закончится и в каком положении страна окажется. Вот. И поэтому там были такие меры, как, например, скажем, вместо того, чтобы, как мы делали во время модернизации, значит, рассеивать по полям большие деньги, значит, лучше сосредоточить их на неких там ключевых направлениях, в том числе географически, там, где имеются производственные площадки, и там, где имеется компетентная рабочая сила. И пытаться как-то, значит, вот там увеличивать концентрацию этого нашего промышленного потенциала регионов. Вот. После же кризиса 15-16 года выяснилось, что очень сильно выросло региональное неравенство, значит, и причем оно не уменьшается после вот этих практически 2 лет роста, да, 17-18 год. Оно не уменьшается, оно скорее даже увеличивается. Вот, и традиционная бюджетная политика, которая, ну, помогала там как-то перетокам, да, то есть она на самом деле не помогает. Потому что фактически речь идет не о каком-то там конъюнктурном падении доходов, а речь идет о том, что произошел, в общем, такой системный кризис, который поставил в очень тяжелое положение несколько там, допустим, ключевых предприятий в отстающих регионах, вот, которые практически не живут, а больше работы там по большому счету и нет. А у нас, в общем, как все исследователи говорят, главным фактором бедности как раз является наличие рабочего места, вот, или точнее его отсутствие. Вот. И, в принципе, из этого вытекала идея, вот как мы помним, да, значит, там 60 с чем-то прорывных регионов, потом эти 60 регионов, значит, ну, сначала их было немного, а потом как-то вот так выяснилось, что у нас получился новый план индустриализации. И теперь вместо задачи повышения экономической эффективности, то есть не тратить ресурсы там, где, ну, по большому счету, и так они больших результатов не дадут, то теперь задача вот, как бы, региональной политики и вложений, да, каких-то инфраструктурных, инвестиционных и так далее, она другая, она заключается в том, чтобы как раз подтягивать отстающие регионы. То есть все-таки рассеивать по полям, и причем главным образом вот именно вот эти вот депрессивные регионы. То есть это, конечно же, с точки зрения экономической эффективности в целом неверно, да, потому что это будет понижать как бы эффективность распределения ресурсов, а с точки зрения социальной, ну вот такая вот задача сейчас принята. То есть вот в этом смысле получается, что как бы раз уж поставлена задача повышения благосостояния, она понимается главным образом за счет вот как бы улучшения положения самых, что ли, незащищенных, самых, в общем, пока оказавшихся под ударом. Отсюда же разговор идет и о опережающем росте доходов бюджетников, и то, что сам Ромас озвучивал многократно, главная идея – это повышение доходов именно низкооплачиваемых категорий населения. Ну, с одного, может, боку, так вот как бы и добро, что самые низкооплачиваемые будут... То есть я просто к тому, что задача стоит не сколько всем фронтом, значит, там сильно, ну, там она планируется, эта задача, но такая не очень серьезная. Скорее стоит задача выравнивания. Выравнивание, как мы сами понимаем, оно может произойти за счет поднятия и как сказать, отстающего хвоста, да, например, да. То есть средняя может из-за этого сильно не вырасти. Ну, таким чынам атрымліваецца, што калі сярэднегадавая будзе сёлета где-то 938 рублёў, то приблизно так вот где-то плюс-минус там якія там копейки рублі і ў наступных годах плануецца там не ну, я думаю, что 1000 рублей таки получится, но опять же это же не будет $500. Вот же в чем дело, потому что курс уже больше 2, да, то есть разница процентов 10 уже примерно, так что пока никак не получается. Добра, яшчэ адны такія я не ведаю, такие, может, наполеоновские, скажем так, планы. Это до 2025 года внутренний валовый продукт досягнул 100 миллиардов долларов. Наколькі гэта реально? Таму, калі глядзець, што нават прагнозы аналітыкаў таго ж самага Еўразійскага банка развіцця там в Беларусі, ну, как бы вырасце только на 3,8%. Ну, опять же, это же задача 2025 года, а мы обсуждаем программу деятельности правительства до 2020. Ну, калі это подзяліць, то атрымліваецца, што кожны год на 8,5% павінна. Значит, дело вот в чем. Значит, опять же, все очень сильно будет зависеть, какая будет программа деятельности правительства с 20 по, значит, вот это 25, да? Ну, точнее, 21. Вот, по той простой причине, что похоже, что как бы реформаторский, что ли, настрой и пыл своего правительства, значит, президенту удалось как-то сбить, да,
Ну, и это слышно по всем последующим, значит, его заявлениям, где бы он ни был, о том, что мы там никаким переходом никуда, ни от планового, ни к рыночной, в общем, ничем не занимаемся, только вот как-то постепенно улучшаем. Вот. То бишь, грубо говоря, никаких сознательных действий стратегического плана не предпринимаем. Вот. И вот эта вот пауза такая, которая обусловлена понятно чем, что в 2020 году и, скорее всего, в первой их половине этого 2020 года состоятся президентские выборы, и задача заключается в том, что, ну, понятно, что реформы начинать уже бессмысленно, потому что мы просто не успеем выйти на ту кривую после трансформационного спада, когда некий рост должен начаться, да, то есть, и они неизбежно будут сопровождаться с какими-то, ну, не сказать там спадом, да, общим, но в любом случае будут выигравшие, будут проигравшие, это вот сейчас президенту очень сильно не хочется. Поэтому сейчас это такой вот межвременье двухлетнее, которое очень так стыдливо правительство сейчас называет созданием условий для вот, мол, так, значит, будущего вот этого экономического роста, который, собственно, с 2021 года по 2025 и обеспечит вот это вот, значит, феноменальный рост ВВП там и так далее. Но проблема в том, что там никаких серьезных каких-то шагов, действительно таких, которые могли бы этому росту помочь, там нет. Напротив, там, если сравнивать, например, с программой правительства на 5 лет 2016 года, то там упоминание приватизации вообще пропало. То есть этого слова там вообще нет. Оно там очень стыдливо кое-где присутствует, как, например, ну, то есть это совсем уже смешные вещи. То есть не как фактор повышения эффективности деятельности этих предприятий, не как фактор повышения эффективности экономики, а как одна из мер повышения привлекательности отечественного фондового рынка путем продажи миноритарных пакетов акций предприятий с государственной собственностью, ну, как бы повышение, соответственно, предложения вот этих активов. То есть это, ну, это совсем не та задача стоит. То же самое там по убыточным предприятиям. Там вполне себе стояло по открытым текстом фразы там, об управляемом банкротстве, там, санации предприятия, передаче их там плохой задолженности, значит, Банку развития, либо агентству по управлению активами. Сейчас ничего этого нету. Там задача стоит, ну, разработать с местным органом власти очередные какие-то новые программы по повышению эффективности предприятий сельскохозяйственного комплекса. Ну, у нас он сколько существует, столько эти планы и пишутся, а он как-то вот все только хуже и хуже ему регулярно становится. То есть никаких таких системных, серьезных шагов там не предвидится, и даже когда сама идея, скажем, структурной перестройки именно неэффективных государственных предприятий, которая стала очевидно, что именно это главная проблема, именно из-за этого, собственно говоря, кризис 2014-2015 года и произошел, когда стало понятно, что этим нужно заниматься, когда была группа по исследованию вот этих 106 предприятий, да, группа, клуб кредиторов так называемый, работа которого на самом деле так, в общем, достоянием общественности никому не стала и так далее. Вот. Потом эта задача от, значит, идеи структурного реформирования, она постепенно стала, значит, менять свои названия. Теперь она имеет, значит, такое очень расплывчатое именование, как улучшение корпоративного управления, и сводится она фактически к ведению там, и увеличению полномочий наблюдательных советов на предприятиях с участием государственного капитала. Никакого серьезного отношения к их реформированию, повышению эффективности это не имеет. Это вот, ну, как бы по мере того, вот от того, когда стало понятно, когда кризис у тебя наступил, что нужно делать, да, после того, как диагноз был поставлен, терапевт сказал, что нужно лечить вот так, да, больной постепенно говорил нет, и в итоге, значит, все вот это лечение фактически свелось к какой-то гомеопатии. Вот в чем суть этой программы. Атрымліваецца, што прызнанне, што эканоміца Беларусі перашкаджае вялікая прысутнасць ёй дзяржавы, ни про что не сведчит. Нет, оно есть, это признание на самом деле. Там есть такой пункт, который звучит, значит, проведение такой политики, которая бы уменьшала бюджетные риски, значит, от преобладающей доли государственной собственности среди как раз промышленных предприятий. Ну, значит, это настолько расплывчатая фраза, что в принципе понятно, о чем она. Но понятно, что те меры, которые нужны для того, чтобы действительно эти риски минимизировать, они сделаны не будут, потому что они не упомянуты ни один из них. Вот в чем проблема. Мы перервемся на невеличкую паузу, кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Я нагадаю, што ў мяне ў гасцях эканаміст Сергей Чалы, гэта сумесны стрым Еўрарадыё Е-прамовы, у студыі працуе Зміцер Лукашук, і мы абмяркоўваем праграму дзейнасці ўраду на 2019-2020 гады, якая заўтра будзе прадстаўленая дэпутатам Палаты прадстаўнікоў.
Еўрарадыё. Навіны наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. ФСБ Расіі выявіла асобу, якая прадала інфармацыю пра агентаў Александра Пятрова і Руслана Башырова. Паведамляе інфармагенцыя «Росбалт». Пад увагу спецслужбы трапілі прыватныя сышчыкі і асобы, праведзеныя больш за 60 ператрусаў, каб спыніць уцечкі выпісак з базаў даных. Гэтак званых Пятрова і Башырова падазраюць у датычнасці да атручвання ў Англіі перавезчыка з ГРУ Сергея Скрыпаля і ягонай дачкі Юліі. Па звестках журналістаў сапраўднае імя Башырова Анатоль Чапіга, а Пятрога Александр Мішкін. Лукашенко заявіў, што сексуальных меншыняў у Беларусі няма. Пра гэта распавёў у сваіх мемуарах былы міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі. Перадае Белсад, кніга мемуараў «Польшча можа быць лепшай» з'явілася на паліцах польскіх кнігарняў гэтым летам. Лукашенко паглядзеў на мяне як на вар'ята і са здзіўленнем кажа: «У нас у Беларусі няма ніякіх сексуальных меншасцяў. Лесбіянкі хай будуць, можна нават паглядзець, а тых, тут Лукашенко ўжо ў грубую лаянку, мы ў аўтобусы і вывезем у горад за рэзервацыяй», згадвае Сікорскі гэтую гутарку. У Віцебску здаровую ліпу спрабавалі збіць каўшом трактара. У дзень 29 кастрычніка ўбачыў гэта дырэктар Віцебскага цэнтра сучаснага мастацтва Андрэй Духоўнікаў і стаў перад трактарам, уратаваўшы дрэва. Рабочыя так і не прызналіся, чым ім замінае старая ліпа. А супрацоўнікі прадпрыемства «Гардар-Маста», адтуль былі рабочыя, заявілі, што наўмысна нічога кепскага зрабіць не хацелі. Больш навінаў на еўрарадыё.фм. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. І разам з маім госцем, эканамістам Сергеем Чалым, мы абмяркоўваем праграму дзейнасці ўраду на 2019-2020 гады, якія заўтра прэм'ер-міністр Румас прадставіць дэпутатам палаты прадстаўнікоў. На пачатку нашай праграмы, Сергей, вы сказалі пра тое, што гэтая праграма дзейнасці ўраду, яна улічыла усе, скажем так, памылкі сваіх папярэднікаў. Ну і пажелання прэзідэнта. Да, і пажаданні прэзідэнта, і найперш скіраваная на то, каб падвысіць дабрабыт беларусаў. Але прыйшлі да высновы, што жаданых і доўгачаканых па 500 мы так і ад каманды Румаса наўрад ці дачакаемся. Яшчэ адно тое, што хвалюе беларусаў, гэта тое, што ўсё ж такі колькі нам давядзецца плаціць за жыллёва-камунальныя паслугі. Калі чытаць гэтую праграму, там таксама адным сказам так скользь праскаквае... 100% кампенсацыя, да. Да, 100% кампенсацыя. Такім чынам, калі і колькі давядзецца плаціць? Вот можно зразумець? Ну, по-моему, об этом уже давно говорилось, да, что к 2020 году, в общем, 100% возмещение себестоимости за исключением тепловой энергии. То есть, ну, об этом уже давно нигде ничего не скрывается. Вот, и я так понимаю, что здесь уже даже споров с МВФ не осталось. Вот, во многом, наверное, в этом основан оптимизм нынешнего министра финансов Максима Ермоловича, когда он говорит, что после 2020-го можно будет уже начинать снова с МВФ разговаривать, потому что, по большому счету, тот камень преткновения, который стоял, да, это темпы повышения, значит, процентов возмещения от себестоимости населением затрат, он как бы по факту решится, потому что мы сами это сделаем, потому что нам самим это надо, а не потому что, значит, на этом настаивал МВФ. Но это будет, вот, как мы теперь понимаем, не там, год назад, не два, там, а вот постепенно вот к 2020 году. Я калі чытаў гэтую праграму і дайшоў да раздзела там пра жыллёва-камунальную гаспадарку, там нешта там слова, нейкія там, можа быць, не рэформа, конечно, там, а іншае слово ўжытае, але я чакаў, што зараз будзе напісана, што, можа быць, в сістэме ЖКХ будуць нейкія змены, можа быць, прыватныя, там нейкія яшчэ нейкія структурныя рэформы правядуцца, але нічога няма, як я зразумеў. Нет, там как бы их и не планировалось, судя по отдельным совещаниям, которые ЖКХ были посвящены. Вот. Основная цель, которая там стоит, это радикальное снижение затрат, себестоимости этих услуг. И там еще, в принципе, есть где искать, потому что действительно есть масса странных вещей, включенных там в разных регионах, там, в разных местах в себестоимость, да, то есть есть еще где двигаться на самом деле. Вот.
Ну, действительно, никаких серьезных там реформ не планируется, и это, в общем, как бы довольно очевидно, особенно когда у нас речь идет о том, что, скажем, там такой эвфемизм красивый, там ликвидация перекрестного субсидирования. По сути, о чем речь шла? О том, что высокие тарифы для промышленных предприятий, они компенсировали низкие тарифы для населения. То есть, ну, как бы его ликвидация будет означать, по идее, да, значит, повышение для одних, для населения, и вроде бы снижение для других, хотя про это как-то пока не очень слышно. Інфляцыя. Закладзена, што гэтыя 2 гады, 19-20 год, яна не будзе перавышаць 5%. Ну і што будуць расці нашы золотавалютныя запасы. Не так ужо, как імкліва, як хацелася б, скажем, калі зараз яны там где-то 6,9 мільярдаў, то ў 19-м 7,1 прапаноўваюць. Но вот наколькі гэта ўсё ж таки реально? Як вот это... Нет, с инфляцией все вроде в порядке, потому что научились ей вполне управлять. По крайней мере, тех факторов, которые ее бы разгоняли, их, в общем, на самом деле довольно мало. Вот. Как бы на самом деле это две довольно связанные между собой вещи, да, реально располагаемый доход населения, их темпы роста и, соответственно, инфляция, потому что активизация потребительского кредитования, она моментально сказалась на росте импорта и, значит, в том числе на активизации внутреннего спроса и так далее. То есть, и там как раз интересно то, что, значит, есть такой очень интересный пункт, он мне понравился, в том плане, что была опасность, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли значит, начнет злоупотреблять вот своими инструментами, вновь открытыми для себя, когда он там ищет монопольный сговор и пытается его даже где-то обнаруживать, как, например, было там с мясом, курицей, да, потом свининой и так далее, вот, и он там способен предписания выписывать, а если что, даже штрафовать, и там как раз в программе было четко написано, что, значит, необходимо сделать так, чтобы эта политика не превратилась, значит, в еще один инструмент ценового контроля. Опасность такая действительно была, что фактически мы просто вернемся к управлению инфляцией путем вот такого, значит, давления на цены производителя. Ну, слава богу, там написано, что этого не будет. В конечном счете все равно у нас эта штука неэффективная, в конечном счете все равно все упирается в верхний предел платежеспособного спроса населения. Вот насколько доходы населения растут, примерно так потребительская инфляция и реагирует. Ну, дарэчы, не далі як сёння Сергей Румас даў даручэнне падчас пасяджэння прэзідыума Савета Міністраў больш жорстка кантраляваць цэны. Пра што гэта сведчыць? Што ўсё ж таки у нас такая вот рэгуляваная эканоміка, рэгулююць усё і кошты, а мы ж кажам пра тое, што ўсё ж таки попыт павінен дыктаваць там кошты і ўсё такое. Ох, тут на самом деле речь идет вот о чем, что в экономике, которая очень сильно, структура которой очень сильно искажена, и многие рынки и сектора ее монополизированы, причем не обязательно по тем причинам, как в других остальных странах, да, просто в силу того, что у нас и региональный протекционизм есть, и местные власти там, да, заставляют главным образом, значит, магазины покупать там продукцию, значит, производителей своего региона и так далее, и так далее. То есть у нас получается, что конкуренция, ну, просто если в теории говорить, да, это так называемая монополистическая модель конкуренции, которая все равно в конечном счете, в общем, на самом деле заставляет потребителя платить столько, сколько он может, а не столько, сколько обеспечивалось бы как раз-таки именно фактором конкурентной борьбы между разными производителями. Назвать это сговором тоже, в общем, как-то не получается. Это просто, ну, вот так у нас рынки устроены. Они такие вот реально очень искалеченные вот тем, что мы вроде как от советского распределения ушли, но к настоящим как бы рынкам не пришли, и поэтому вот эти вот элементы анахронизма присутствуют постоянно, ну и особенно, вот, как я уже сказал, вмешательство там местных властей и прочего в это все. Вот, поэтому, строго говоря, получается, что Инносбанк это, кстати говоря, первым понял, что чисто монетарными методами влиять на это невозможно. Он первым как раз начал, так сказать, махать рукой в сторону марта, да, о том, что давайте мы с Министерством антимонопольным будем совместно как-то вот на это все смотреть. Мы там со стороны денежного предложения и в конечном счете совокупного спроса, а вы там как-то вот смотрите с точки зрения, значит, там
инфляции издержек и так далее. Ну, вот, на самом деле это все паллиатив, конечно, да, то есть мы снова начинаем бороться с симптомами вместо того, чтобы заниматься, в общем, как бы структурной реформами рынков. Вот. И это скорее это признание того, что... То есть, если нынешнее правительство, которое, по идее, более реформаторское, говорит о том, что нужно усиливать контроль за ценами, это говорит о том, что задача структурной перестройки экономики постепенно отходит на второй план. Вот что это на самом деле означает. І гэта гаворыць про тое таксама, што вот мы, як толькі прыйшла каманда Румаса, ну, да ўлады, назовем это так, мы ўсе казалі, вот это команда реформаторов, ну, чакалі, по крайней мере, гэтага. То зараз можна по гэтых дзеяннях сказаць адваротнае? Я думаю, что это просто такой, как бы, у них такой смешанный мандат на самом деле. То есть у него две части. Первое это то, что вы делаете до 2020 года, да, если так коротко перевести все, что им поручено, и вот все, что они сейчас пытаются делать, это вот как бы им Лукашенко говорит, сделайте все, чтобы я хорошо выглядел на выборах 2020 года. Да, чтобы ничего там... То есть это предвыборная программа? Практически так, да. То есть она такая вот из серии... Там, давайте как можно меньше чего-то такого сделаем, что, в принципе, может иметь какие-то, значит, негативные последствия, ну, там, побочные негативные последствия, помимо, там, позитивных, которые тоже должны быть, да. Поэтому вот у нас даже на уровне риторики же, как бы, да, идет речь о чем, что вот мы не знаем, куда мы движемся, мы никуда не движемся, мы просто там медленно что-то улучшаем. То есть вот задача вот так спокойно доехать без каких-то потрясений до 2020 года, до этих самых выборов. Поэтому, собственно, там Ермолович, который занимался бюджетной поддержкой государственного сектора в 15-16 году, и, соответственно, Румас, который возглавлял Банк развития, которому было поручено поднятие из руины пепла, значит, пережившей модернизацию деревообработки, да? То есть вот как бы их задача сейчас такая вот, значит, ничего не трогать руками и там сильно за это не давить. Вот. Казалось бы, это такое сильное противоречие между персональным составом правительства, да, вроде как не те люди подобраны под эту задачу. Я думаю, что скорее это объяснено тем, что они бы не согласились такой вот ерундой, значит, 2 года заниматься, если бы им не было сказано, что, ну, это ж, ребята, только до выборов. А после выборов, вот я вам уже точно обещаю, что там-то вы уже там сможете разойтись, потому что у нас будет временной горизонт уже не 2 года, а 5, да, и там уже, значит, вы можете там какие-то начать важные вещи, и тогда уже потом действительно там к концу там следующей 5-летки мы уже увидим плоды вот этих каких-то реформаторских ваших действий. Сергей, ну вот вы, будучи вот с тым опытом, які ёсць у вас за плечами и у тых людей, якія зараз у команды Румаса, вот вы поверили таким бы обещаниям? Ну, на самом деле, скажем так, я бы не то чтобы поверил, но я бы согласился с таким предложением, да, потому что, ну, просто по итогам, скажем, с этой 2-летки, да, потом же можно будет ходить и говорить президенту, ну, подождите, мы же как бы договаривались же о чем? Ну, как бы, да, Остап Ибрагимович, когда же мы будем делить наши денежки, да, когда же мы, собственно, начнем реформы, да, потому что мы же помним, что президент говорил, что выборы 15-го, они были совсем не о реформах, да, он же это сказал буквально там через день после выборов о том, что, мол, это, а что вы, это же как бы не вас избрали, это меня избрали, а я ничего такого народу не обещал. Вот. Поэтому, ну, как бы мне кажется, что хоть какая-то надежда, да, там, пускай на отложенные, но согласие там, да, то есть мы все прекрасно понимаем, что все упирается в политическую волю. Никаких споров относительно того, что делать, нету. Никаких споров относительно того, в чем, как бы, собственно, болевые точки, тоже нету, да. Вот. Все упирается в то, что, значит, как бы, если мы это все начнем делать, то, как бы, вся наша идеологическая конструкция, которая основана на том, что мы постепенно все улучшали, но просто так доулучшали, что, значит, образовались какие-то огромные убытки, и непонятно откуда в процессе этого улучшения, да, на которых там на каких-то негодяев из-за бугра не спишешь, да, а только на нашу бесхозяйственность. Вот. И, соответственно, без посадок же не обойдется, у нас же обязательно должен быть кто-то отвечающий за то, что эти убытки образовались. И как в течение там вот 15-го, 16-го, 17-го, 4 года, да, уже происходит, мы все пытаемся как-то эти убытки там то так размазать там тонким слоем там по бутерброду, то еще куда-то передать. Вот они так ходят там разными указами из одного кармана в другой, но вопрос в том, что они все равно уже есть, да, то есть они никуда не денутся. Вот. И поэтому, ну, как бы, хоть какой-то, да, хоть какой-то намек на то, что политическая воля может возникнуть там через 2 года, это лучше,
чем, скажем, вот то, что было, там, риторика битвы под Оршей, когда там президент говорил о том, что, значит, а вот, мол, прошлое правительство, значит, они же волокитой занимались, они же такие негодяи, они же вместо того, чтобы исполнять мои поручения по повышению благосостояния, они ходили и о каких-то реформах постоянно там ныли, да? Вы так не делаете, я вам тут как бы совсем другое плачу. Сказали дах починить, чините. Тут, понимаешь, тут ведь на самом деле получается такая очень характерная идеологическая разница, да, между президентом и его правительством. То есть президент, как человек 90-х годов, когда вот вся эта шоковая там терапия российская там и прочее, да, то есть вот это было на слуху, он воспринимает слово реформы как то, что, значит, приводит к обнищанию населения. А у нас правительство, когда ему ставят задачу, значит, надо как-то улучшать благосостояние. Они говорят, ну подождите, ну без вот того, чтобы, значит, исправить ситуацию здесь, называть это реформами, там, структурной перестройкой, там, повышением эффективности функционирования государственной политики. Какая нафиг разница? Вопрос в том, что все равно надо вот за это браться. Так вот как бы само не будет, потому что их бизнес-планы, как правило, значит, они рынком подтверждены, да, то есть они дальше будут генерировать убытки и так далее, и так далее. Вот, то есть они как раз смотрят, что, то есть, еще раз, для президента реформы – это угроза уровню жизни населения, для правительства реформы – это фактор повышения, то есть без него этого не случится. И вот это вот два таких, ну, совершенно несовместимых взгляда, которые, вот, в общем, как бы пока не очень понятно, как, то есть, чем это все вот, закончится, да, потому что, ну, в общем, как бы ясно, что если стоит задача, как сделать так, чтобы населению было хорошо, но при этом никаких реформ не производить, это такой как буддийский кан, это парадокс, который не решаем. То есть можно, конечно, это сделать в течение там короткого периода, как это было в 2010 году, ну, потом мы знаем, чем эти все вещи заканчиваются. Ну і, на жаль, трэба ўжо завяршаць праграму, таму ўжо падводзячы вынік. Вот чытаючы праграму, у мяне былі там нейкія там спадзяванні не паўсюль апраўданыя, конечно, што можа быць нешта будуць змяняць, нешта рабіць, где-то там вот і падвышаць заробкі. А слухаючы вас, такое адчуванне, што... Нет, конечно, будут. Будут, действительно, там очень четко видно, что вот за всем тем, что я сказал, тут махнули рукой вот на этот неэффективный государственный сектор. Ну, как бы нет политической воли его реформировать, да и как бы никто и не хочет, никто не очень представляет себе, что с этим делать. То же самое с сельским хозяйством. Зато у нас есть хорошая такая новая блестящая игрушка в виде, значит, цифровизации экономики. Да. То есть зачем нам вот о том же думать не хочется, да? Давайте мы вот как бы начнем теперь говорить, что у нас вот там новые центры роста, и вот каким-то образом, значит, вот этот анклав, который у нас образовался, который в нашу экономику вообще никак не интегрирован, кроме как сами признают, значит, айтишники, кроме как трат, зарплат, которые они получают, значит, вот на потребительском рынке, да, а никакого перетока ни технологий, ни повышения эффективности других отраслей не происходит благодаря этому. Вот, ну, предполагается, что вот какие-то меры вот будут сделаны для того, чтобы эта цифровизация теперь была не только в отрасли, но и как бы значит, где-то еще. И то же самое, вторая часть этого, да, то есть это вот декрет 8 и очень много надежд на декрет 7, а именно стимулирование деловой активности, или как у нас сейчас такой красивый эвфемизм есть, раскрепощение деловой инициативы, да, то есть у нас раньше было закрепощение, сейчас раскрепощение. То есть идея, та же самая старая идея, давайте мы не будем думать о том, как лечить то, что у нас болит, а вместо этого постараемся вот как бы заняться тем, что вот надежда на то, что что-то вырастет. С хворой ногой ничего не будем рабіць, замест яе вырастим яшчэ одну здоровую. Вот, типа того, мы перервемся на невялічкую паузу. Насамрэч у нас засталілася вельмі важных яшчэ некалькі пытанняў, якія неабходна абмеркаваць, таму третья частка праз некалькі хвілінаў мы працягнем размову з Сергеем Чалым, абмяркоўваем, працягваем праграму дзейнасці ўраду на 19-20 гады. Зміцер Лукашук у эфіры і працуе для вас у студыі. Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Еўрарадыё. Навіны наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Нацбанк звярнуўся да камерцыйных банкаў з прапановай, каб яны прафінансавалі святкаванне купалля на радзіме Лукашэнкі. Гэтае свята, вядомае пад назвай Александрыя, збірае сяброў. На роздум банкам далі месяц. Першы фэст прайшоў у аграгарадку Александрыя Шклоўскага раёну ў 2010-м. Свята фінансуецца з бюджэтаў і са спонсараў. Гэтым разам аргкамітэт звярнуўся ў Нацбанк з просьбай пафінансаваць на 2019 год, а Нацбанк спусціў гэтую просьбу камерцыйным банкам. ФСБ России выявила особу, якая продала информацию про агентов, вядомых як Александр Петров и Руслан Баширов. Передае агенция Росбалт. Под увагу спецслужбаў трапілі прыватныя сыщики и особы, затрыманыя 60. Зроблены 60 ператрусаў, затрыманыя некалькі асоб, каб спыніць уцечкі выпісак з баз даных. Што праўда, афіцыйна ўсе крымінальныя справы ніяк не звязалі з гэтак званымі салсберыйскімі турыстамі. У Віцебску чалавек выратаваў дрэва. Там старую здаровую ліпу, адзіную ліпу, якая засталася на вуліцы, спрабавалі збіць трактарам каўшом экскаватара. У дзень 29 кастрычніка дырэктар Віцебскага цэнтра сучаснага мастацтва Андрэй Духоўнікаў стаў перад трактарам на вуліцы Янкі Купалы. Рабочыя так і не прызналіся, чым ім замінала старое дрэва, але працы спынілі. У Гардармосце Еўрарадыё распавялі, што насамрэч ліпу пашкодзілі выпадкова. Нагадаю, што ў Беларусі на аднаго жыхара прыходзіцца каля гектару лесу і 189 кубаметраў драўнянага запасу. Лясістасць у Беларусі блізкая да аптымальнай, складае 40%. Паведамляе намеснік міністра лясной гаспадаркі Александр Кулік. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё, у студыі Зміцер Лукашук і Сергей Чалы. Абмяркуем яшчэ раз праграму дзейнасці ўраду, але, на жаль, часу не шмат, таму кароткае, але важнае адно пытанне. У праграме прызначана, што будзе ізноўку нешта рабіць для таго, каб бізнес развіваўся, прыватная там супраца дзяржавы і прыватнае прадпрымальніцтва. Ці можна гэтаму верыць? І што гэта будзе за развіццё? Мы ж уже не один раз чулі пра гэтае, што дадуць свабоду прыватнай инициативе. Я думаю, что этому верить можно, потому что это единственная надежда на хоть какой-то рост. Да, потому что, ничего другого больше не растет. То есть после кризиса 15-16 года как раз-таки основную тяжесть на него принял на себя частный сектор, он как раз сумел реструктуризироваться, он как раз основной рост и показывает, а государственный там немножко хуже себя чувствует, и собственно, из-за того, что он как был, так раньше и работает. И, в принципе, те люди, которые сейчас в правительстве, тот же новый министр экономики, да, который как раз очень много сделал для разработки этого 7-го декрета, еще там нескольких указов по раскрепощению. И, собственно, бывший руководитель аппарата Совмина, который сейчас вице-премьер Турчинов, это человек, который по-прежнему возглавляет Совет по развитию предпринимательства. Это люди, которые на самом деле действительно сильно в этом заинтересованы. И развитие самозанятости, и развитие бизнеса на селе, да, то есть не в городах крупных и так далее, да, в регионах именно. И в целом, значит, какая-то там декриминализация этого уголовного, значит, нашего и налогового, и прочего хозяйственного законодательства в виде этого пресловутого указа о предотвращении минимизации налоговых поступлений 488 о лжепредпринимательстве. Об этом уже говорилось. Я думаю, что это делаться будет. Но проблема заключается в том, что, как я уже сказал, это все как бы хорошо, но этого мало. То есть проблема в том, что до тех пор, пока у вас существует такой сорняк, как этот неэффективный госсектор, который выкачивает ресурсы из всей остальной экономики, у вас рядом, пока вы сорняки не пропололи, у вас здоровыми там классы, которые вы посадили, они с трудом вырастут. Это у нас была такая же идеология. Ее придумал тогдашний министр экономики Николай Снабков в 2012 году, идея новой экономики, что мы можем это не трогать, она там сама по себе, а рядом вырастет какая-то другая. То же самое и сейчас, только вид сбоку, то есть у нас будет декрет 8 это IT и плюс это раскрепощение. Я достаточно скептически к этому отношусь, что это даст какие-то грандиозные результаты, но в любом случае это то, что нужно делать, потому что там реально тоже очень такая искалеченная среда, и действительно бизнес-климат у нас далеко не самый хороший в этом вопросе.
Дзякуй вялікі, што ўсё ж таки скажа Румас наконт сваёй праграмы, як будзе яе апраўдаваць ці прасоўваць ці рэкламаваць, пачуем завтра. У меня есть короткое предположение относительно того, что там будет. Я думаю, что очень много будет произнесено слов по поручению президента, как говорил президент, то есть везде будет подчеркнуто, что это на самом деле не сколько даже программа правительства, сколько это вот то, что вот правительство учло вот все вот эти, значит, замечания и так далее. То есть не мы, это все президент. Ну, такая вось перадвыбарная прэзідэнцкая праграма ад каманды Сергея Румаса. Дзякуй вялікі. Сергей Чалы, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы абмяркоўвалі праграму дзейнасці ўраду на 19-20 гады. Слухайце Еўрарадыё. Всего доброго.